7:48 в столице, и вот я даже не знаю, как правильно озвучить следующую фразу. Скоро снова в школу. Ты радостно, да, решил это сделать? Скоро снова в школу. Но для каждой семьи Башкортостана это привычный ритуал похода по школьным ярмаркам, по магазинам с канцтоварами и одеждой. Как помочь тем, кому не просто осилить такие траты, расскажет наша гостья в студии. А кто у нас сегодня в студии, Ирина? Надо сказать, Александра Кабанова, Она является у специалист нас... пресс-службы Республиканского ресурсного центра «Семья». Доброе утро. Доброе утро. Всегда приятно начинать утро и день в хорошей компании. Это взаимно. В эфире Салям. Очень Какое хочется нам отношение знать. имеет сегодня к нам? Пока непонятно. Разберемся по ходу. Да. Но у нас гораздо важнее тема, которую необходимо поднять, которая сейчас актуальна как никогда. Все-таки действительно август уже на исходе, и скоро придется отправиться снова в школу. Но кому-то придется помочь. Да, именно поэтому уже 11-й год в республике проходит уже, традиционная акция «Помоги собраться в школу». Традиционно ее организует Министерство семьи, труда и социальной защиты и Центр «Семья» Республики Башкортостан. Ну, как я много раз говорю в эфирах, Центр «Семья» есть в каждом городе и районе республики. Именно они собирают, скажем так, всю необходимую помощь. Это и канцелярские товары, школьные принадлежности, книжечки, учебники, школьная форма, рюкзачки и так далее. То есть что-то можно принести в новом состоянии, естественно, это тетрадочки, да, ручки, в которых надо писать, а школьную форму, рюкзачки, какие-то, может быть, мешочки для сменки можно принести не в новом состоянии, но в очень хорошем, да, то есть... Немного было. Да, дети же вырастают, остаются рюкзачки, да, остаются какие-то платьички школьные, и можно их кому-то передать. И сделать это может, во-первых, абсолютно любой желающий, да, житель республики. Нужно просто прийти, передать всю эту помощь, узнать, кстати, адрес, да, телефон службы семьи. Не все же знают, где вообще такой центр находится в его городе. Можно на семейном портале www, или как там говорят, семьярб.рф. Все. То есть все, что нужно вбить в поисковой строке, семейный портал Башкортостана, и принести туда. Ну и, конечно же, помимо, скажем так, физических лиц, да, то есть просто жители республики, очень активное участие принимают большие крупные компании, чему мы несказанно рады, да. То есть не первый год с нами благотворительный фонд «Ашан», не первый год с нами KFC, да, сеть ресторанов быстрого питания, СДЭК. В прошлом году, например, крупным партнером там была Почта России. Ежегодно помогают «Планета» и «Эдвис», то есть, да, такие крупные книжные сети. Очень много частных медицинских клиник, да, Республиканский кардиологический центр помогает, Единая Россия, Транснефть. И вот в этом году таким хорошим партнером и спонсором зашли Питон. Не Пипитон. И, знаете, работать с большими компаниями, конечно, большое удовольствие, потому что у многих из них есть, в том числе среди корпоративных ценностей, да, вот это вот понимание того, как важно сплотить, в том числе коллектив, через помощь кому-то другому. Это очень здорово. И я благодарю их за отзывчивость, как и всех наших спонсоров, конечно, за отзывчивость, за желание и умение помогать, и за точечный подход. То есть вот, я координирую все это, и прям звонят каждый день. Слушай, скажите, а вот здесь у нас первоклашки, а что еще можно положить? А вот здесь, а вот здесь собираем набор особенным деткам, да? То есть это же не только... те детки, которые попали в трудную жизненную ситуацию, да, которые живут в семьях, которым нужна помощь. Это и особенные детки бывают. Они тоже учатся, ходят, возможно, в коррекционные школы или на домашнем обучении. И вот им тоже очень приятно получить такую помощь. Слушайте, если с особенными детьми понятно, что ведется некая, так скажем, перепись, да, за ними следят. А как остальные семьи выбирать, то есть нуждающиеся? Как вот понять, что семья нуждающаяся? Да, поняла. Действительно, вот это вот слово «выбирать» может быть немножечко странно звучит для человека, обывателя. Как же действительно выбрать? Все очень, вот для нас, для специалистов министерства, все очень легко и просто. Вся собранная помощь как раз-таки направляется и распределяется во все семьи, которые стоят на сопровождении, на социальной поддержке у Министерства семьи. То есть у министерства большое количество учреждений, да, социальной поддержки, социального обслуживания населения и так далее. Центр «Семья», да, реабилитационные центры, центр содействия семейному воспитанию. Раньше они были детскими домами, сейчас вот они так называются. То есть министерство знает, куда это все направлять, какой семье помогать. Списки, так скажем. Да, конечно. Если вдруг вы
почувствовали ну, некую трудность, скажем так, да, будем это так называть. Бывают очень хорошие ресурсные семьи, как мы их называем. То есть они в любви и счастье воспитывают деток, но у них некоторые трудности с финансами в данный момент наступили. Вы можете обратиться в службу семьи, в центр «Семья» и сказать, вот у нас есть нужда. Можете ли вы нам помочь? Конечно же, вас возьмут на заметку и при всех возможностях, да, тоже помогут, тоже отметят, тоже поддержат. Мне кажется, что наши телезрители наверняка тоже об этом хотят спросить, и я озвучу этот вопрос. Кто-то вот собрал некую помощь, да, некое количество канцтоваров, может быть, старую форму своего ребенка, классном, в хорошем виде. И вот все это собрал и такой, так, я отправился в ресурсный центр «Семья», нашел этот адрес. В любое ли время можно прийти, или как в больницах у вас есть время приема? Нет, чуть менее строже, чем в больницах, слава богу. В рабочие дни нужно постараться, но понятное дело, что люди тоже работают, да, до 6 в большинстве случаев. Перед этим тогда можно позвонить, специалисты вас подождут, соберут, либо, может быть, откроют дополнительные часы приема, скажем так. И, ну, опять-таки повторюсь, семейный портал Башкортостана, там смотрим адреса, телефоны служб семьи в городах и районах, либо запоминаем номер очень легкий, он такой информационный по всей республике, будем называть его так, 8 800 347 5000. Можно позвонить, спросить, там, я живу в Стерлитамаке, в Нефтекамске, в Учелах и так далее, где у меня центр, куда я могу принести помощь. А в чем особенно нуждаются, вот, по вашему опыту, 11-й год уже подряд собирают в школу ваша организация, так скажем, какие вот вещи особенно необходимы бывают? Вот во всем. Да, все серьезно. Да, но не то, что во настолько? всем. Конечно же, большая нужда в том, что быстро уходит, скажем так, быстро уходит в непригодность тетрадки, ручки, карандаши, наборы для творчества, то есть это краски, гуашь, альбомы и так далее, книжки, учебники. Ну, то есть можно либо отработать это все точечно со службой семьи в вашем районе, да, Где чего-то прям конкретного можно не хватает. сделать им В каждом- запрос. Есть такое, что в каждом районе разные потребности или везде одно и то же? Бывает. Вообще, знаете, во-первых, это все зависит от школ, да, то есть каждая школа порой задает свои какие-то необходимости там, то есть нам нужно это, нам нужно то. Большие компании напрямую спрашивают, вот есть определенный список, конечно, высылаем, конечно, спрашиваем, что кому нужно. Понятно, что первоклашкам нужно чуть-чуть одно, старшеклассникам уже немножко другое. Вот, например, У в нас этом году мы флешечки добавляли в список для вот, старшеклассников. пожалуйста. Это же все информационные технологии, они входят в нашу жизнь. Очень Вошли. актуально. Ну, у нас завершается время. Я думаю, что наши телезрители, особенно отзывчивые, уже записали для себя, куда обращаться и как подать, так скажем, какую-то помощь оказать. И очень коротко про то, что ресурсный центр «Семья» отмечает уже скоро свой юбилей. Да, юбилей 5 лет, вот такая первая у нас дата, вернее, даже не у ресурсного центра, а у кризисного центра, Да. который входит в состав нашего центра «Семья», кризисный центр «Мухаббат». «Мухаббат» в переводе, да, означает любовь, и вот уже на протяжении 5 лет служим во имя, да, счастья женщин, делаем все, чтобы восстановить счастливую, ресурсную, здоровую женщину, помочь ей выйти из каких-то кризисных ситуаций. Ну и в честь 5-летия решили устроить такой вот 5-й поток, 5 лет, 5-й поток проекта «Женское достоинство». Мы начали запускать его осенью 2020 года, сделали 5 дней лекций. Ну вот сегодня у нас, например, гвоздь программы, скажем так, будет, да. Сегодня в 7 часов вечера еще можно прийти, можно успеть, можно зарегистрироваться. Это Руслан Сайфуллин, психолог, нейропсихолог, психотерапевт. Вот такой. На его лекциях всегда ажиотаж. Сегодня у нас будут подарки для девочек небольшие от спонсоров. Сегодня у нас будет, ну ладно, раскрою тайну, сладкий сюрприз, торт вместе с девочками поедим. Ну вот отметим то, что 5 лет уже мы не только пытаемся, не пытаемся, а спасаем, да, помогаем и так далее, но и для того, чтобы не доводить многих до кризиса, мы работаем над профилактикой, над просвещением наших дорогих. Я думаю, это вообще, Этим в занимаемся принципе, и да. мы сейчас. Об этом стоит поговорить отдельный эфир, и мы обязательно вас пригласим, Александра. Александра Кабанова у нас была в гостях, друзья, пресс-секретарь Республиканского ресурсного центра «Семья». Спасибо вам большое.